Алматы – яблоневый город, расположен на юго-востоке Казахстана у подножия Заилийского Алатау. Является крупнейшим по численности населения городом и регионом Казахстана, а также финансовым, научным, культурным, экономическим, историческим и производственным центром страны. Город-сад является привлекательной дестинацией для туристов, точкой притяжения. В 2023 году по итогам 9 месяцев количество туристов в мегаполисе выросло на 17,5% и превысило 1,5 миллиона человек. При этом количество иностранных туристов выросло на 51,5% и составило порядка 410 тысяч человек. Также отмечается и увеличение количества внутренних туристов на 8,5%. Достопримечательности Алматы расположены по всему городу. Он по праву носит звание исторического центра Казахстана. В городе 33 музея с уникальными экспозициями, где каждый найдет для себя интересное. Театры города не оставят равнодушными приезжающих туристов. Главные пешеходные улицы города – Панфилова и Арбат. На них много скамеек, деревьев, фонтанов и кафе. В теплое время года талантливые музыканты устраивают здесь бесплатные концерты, а вечером улица зажигается тысячами огоньками. В каждом районе города есть парковые зоны и скверы. Коктюбе – самый высокий парк Алматы. Он расположен на горе. Добраться до Коктюбе можно как на автомобиле, так и на канатной дороге. Оттуда открывается завораживающий вид на весь город. Я думаю, многие согласятся, что Алмата прекрасна в любое время года. Мы оказались здесь зимой, в декабре. Как видно, падает снег, но все равно достаточно тепло. То есть вот в спортивном костюме можно выйти, подышать свежим воздухом. Конечно, для более длительной прогулки необходимо одеться потеплее, чтобы не заболеть, но в целом все прекрасно. Итак, мы в Алматинском санатории, про который будем вам рассказывать в нашей передаче. Множество людей из разных городов ежегодно приезжает посетить санаторий Алматы в целях улучшить свое здоровье и отдохнуть от обычных рабочих будней. Как многим известно, санаторий Алматы Резорт расположен в живописном месте. Что касается истории основания самого санатория, то это является наиболее интересным фактом. Известно, что он был основан в начале 60-х годов. В городе Алма-Ате, как и в целом в Казахстане, ощущался недостаток лечебных учреждений. В связи с чем на основании постановления Совета министров Казахской ССР от 16 октября 1962 года было принято решение о проектировании и строительстве загородной больницы. Отведен земельный участок с большой площадью на территории северо-восточнее участка кооперативного техникума. Уникален выбор места для строительства санатория. Он находится у подножия Заилийского Алатау на высоте 1052 метра над уровнем моря в экологически чистом районе. Климат резко континентальный, отличается разницей температур, зимой теплее, а летом прохладнее на 1-2 градуса. Чистый воздух, ультрафиолетовые лучи, ароматические вещества и фитонциды, содержащиеся в окружающей растительности, позволяют широко применять климатические факторы данного региона в комплексном лечении отдыхающих. Папана Шимкенбековна. Здравствуйте, Константин. Мы рады приветствовать вас Приветствую вас. в нашем санатории Алматы Резорт. Позвольте пройти, показать вам наш макет. Вау, ну, мы буквально вот с КПП уже были поражены, конечно, масштабами. Здесь вот наглядно все видно, какая огромная просто территория. Впечатляет. Да, я хотела немного рассказать о нашей территории. Санаторий Алматы Резорт, мы уже основан с 1960-х годов. В этом году мы 56 лет исполнилось. Территория нашего санатория занимает 21 гектар. Общая площадь зданий занимает около 40 тысяч квадратных метров. Вот вы видите несколько блоков G, E, А, Б. Это все вот 2 жилых корпуса, административный корпус. Д-блок – это медицинский корпус. Вот видите, у нас есть 4 бассейна, открытые, крытые бассейны, теннисный корт на нашей территории. И мы вот хотим тоже показать вам наш променад, где проводятся свадьбы, торжественные мероприятия, регистрация. И, в общем, очень замечательная такая площадь. Здесь Я бы сказал, очень многофункционально. Да. Не только можно отдохнуть, поправить здоровье, еще и отметить какие-то такие знаковые мероприятия, события свои. Да, также у нас проходят конференции, очень даже международного класса, поэтому наш санаторий готов принимать всех гостей. Наш санаторий на 256 мест, 135 номеров.
Вот видите, блоки я вам немного показала, рассказала. Медицинский блок. Направление нашего санатория – это в основном заболевания сердечно-сосудистой системы, а также мы лечим с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, неврологические заболевания, эндокринные заболевания, почти по всем. У нас почти все специалисты есть, невропатологи, терапевты, кардиологи, эндокринолог, диетолог, поэтому в зависимости от нозологии проводится здесь лечение. Не только медицинское, медикаментозное, но еще, как мы уже будем с вами показывать, более обширно это в медицинском блоке, это природные факторы, такие как собственный источник минеральной воды, содержание я вам его расскажу. Мы пользуемся, это бальное лечение, грязелечение, озеро Тусколь, климатотерапия. Я вот, Константин, немного остановлюсь на посадке наших деревьев и кустарников. Это вот вы сосновые, хвойные видите все. Они, рассадка их, конечно, производилась при участии Института растениеводства. Да вы что? Это Прям вот такой научный подход, подход, да. И поэтому мы этим гордимся. Выделение фитонцидов очень значимые играют роль при заболеваниях органов дыхания. Здесь я еще хотела сказать, что у нас есть Теренкур. На улице вы можете увидеть. Это лечебная пешая прогулка на 500 метров, 1500 и 3000 метров. И он тоже был привлечен для этого. Специалисты, доценты кафедры реабилитации спортивной медицины Института имени Асфандиарова, университета, сейчас сказано МО. Например, вот эти все пешая прогулка, склоны, градусы, повороты, подъемы. Это все не просто так, а действительно с научной точки зрения подход все отработан. Здесь плюс к нашим медикаментозам еще хотела остановиться на лечебном питании. Здесь лечебное питание, по диетический стол у нас, по выбору. Мы можем вам показать рестораны, и там шеф-повар, руководитель более подробно могут вам рассказать. Спасибо. Ну и я, насколько знаю, у вас, в принципе, очень такая, можно сказать, емкая, большая работа ведется именно вот по научной составляющей. Я, насколько знаю, вы книги пишете, систематизируете это все. Да, это обязательно. Нам нужны и нормативно-правовые документы, на которых мы основываемся. В прошлом году только был открыт Институт курортологии, до этого у нас не было. Но, тем не менее, мы свои работы, это мы все, конечно, воплощаем в научные труды. У нас недавно вышла книга «Современный санаторий». Я думаю, он может быть настольной книгой для каждого специалиста, который работает в санаторно-курортных условиях. Санаторий около 150 разного ведомства у нас в стране, но наши санатории относятся к медицинскому центру управления делами президента Республики Казахстан. Если я хочу перечислить, головной офис – это Окжетпес наш Боровом, потом Окжетпес Алматы, мы филиал, в Ессентуках есть санаторий, Казахстан называется. Я тут еще, Константин, хотела немножко остановиться на том, что именно в системе медцентра УДПРК здесь каждый контингент прикрепленный. Он получает лечение не только вот амбулаторно, своевременно ставится диагноз, если необходимость есть стационарная, и оздоровление и реабилитация в санаторно-курортных условиях. Я думаю, это такой законченный цикл, звено очень правильное и работает на то, чтобы качественно для продолжительности увеличить продолжительность жизни каждого казахстанца. Я еще хотела что тут сказать. Здесь к нам поступают отдыхающие по, первое, это прикрепленный контингент, государственные служащие, и также по заслугам, кто прикрепленные, члены их семей. Вторая категория – это корпоративные клиенты, сюда входят, например, по договору. И третье, также мы оказываем стационарную помощь взрослому населению по БМП и ОСМС. Это вот гарантированно. Вы охватываете все слои населения? Мы охватываем все слои населения. Для каждого человека наш санаторий открыт. Мы, конечно, стараемся идти вперед, показывать свои инновации, работать над ними, совершенствоваться, и выходят наши научные труды. Да, что касается научных трудов и такого основательного подхода, то есть
человек поступил, вы прошел все необходимые сдав анализы, какие-то процедуры, и то есть вы его ведете уже постоянно, начиная с поликлиники, допустим, Да. и уже заканчивая санаторием. Да, санаторно-курортное лечение, вот вы правильно заметили всю эту цепь, это очень важно. Своевременная диагностика, своевременное оздоровление, правильная диагностика. Специалисты наши все очень высококлассные, они с высшей категории, кардиолог, невропатолог, назначают лечение согласно их диагнозу и сопутствующему диагнозу. В общем, каждый специалист, я считаю, на высшем уровне оказывает свою услугу. Поэтому более глубже, Константин, мы, наверное, с ними познакомимся, и я вам покажу другие наши объекты. Да, уже прям не терпится, столько рассказали, что осталось только посмотреть и убедиться в этом. Пойдемте. Пойдемте. Константин, Да. я вам настоятельно рекомендую попробовать на себе сухой гидромассаж. Вы прочувствуете весь этот эффект, получите массаж. Пойдемте, я вам о нем расскажу. Сухой гидромассаж. Сухой гидромассаж, видите? Как будто В этом вся фишка, взаимоисключаемые. в этом вся фишка. Вы получаете массаж, давайте мы вас положим, и я расскажу его функции. ну у нас начинается рубрика «Испробован на себе», что называется, да? Хорошо, Я думаю, это самое давайте, будет да. эффектное. Потому что, как я могу рассказывать, если сам не попробовал? Да? Хорошо. Пройдемте. Это вот наш аппарат, сухой гидромассаж. Это уникальное устройство. Механизм – это 3 действий: гидро, сухой гидротерапии, тепловой эффект, а также массаж. Это вот наш аппарат, он великолепно снимает усталость, улучшает контуры, улучшает обмен веществ. Также этот аппарат у нас включен в детокс-программу, способствует снижению веса. Как вам, Константин? Ну, по снижению веса прям угадали, нам нужно, да. Но в целом, Актуально. я, честно скажу, я прям вот, это действительно великолепно. И ощущения, и все, и сама процедура. Полноценный массаж на все тело. И вот. Ну, действительно, Спасибо за просто ваше вам мнение. спасибо, Будьте что здоровы. настояли. Спасибо. Ой. Также, Константин, я вас хочу пригласить для получения следующей процедуры. Она называется вакуумет. Вот проходите, пожалуйста. Это при заболеваниях сосудов нижних конечностей. Я вам еще подробнее расскажу. Например, при нарушении периферического кровообращения, при заболеваниях диабетической ангиопатии. И также даже можно профилактически. Оно давление снижает, идет лимфоотток хороший, кровоснабжение улучшается и ощущается общий там обмен веществ улучшается, кровообращение. Давит, вот так вот он сдавит, а потом отпускает. И именно вот это изменение давления, оно улучшает кровообращение. Только потом вы почувствуете легкость в ногах. Некоторые говорят, как будто мы действительно полетели. Ну, действительно, скажу, вакуум такой вот сдавливает. Вот сейчас процесс происходит. Вот, и прям такое давление. Потом отпускает. Интересное ощущение. Уникальным в санатории является наличие программы реабилитация пациентов после черепно-мозговой травмы, операции на головном мозге, острое нарушение мозгового кровообращения, простыми словами инсульт. Выделяют 4 основных периода восстановления. Острый, он длится 3-4 недели. Первичная реабилитация после инсульта проводится в клинике. Ранний восстановительный. Он длится до полугода, но для восстановления двигательных навыков особенно важны первые 3 месяца. Проводиться реабилитация после инсульта на этом этапе может в специализированном центре либо в санатории. Поздний восстановительный. Этот период длится от полугода до года. Проводится преимущественно на дому или в специализированном реабилитационном отделении. Константин, я вас приглашаю Зал на реабилитации. Да, Ух ты. реабилитационный зал.
Здесь наши пациенты получают реабилитацию после заболевания, перенесенного, например, острое нарушение мозгового кровообращения или травматологических травм после операции. Это зал, вот вы видите оборудование для мелкой моторики. Здесь у нас работают очень хорошие профессионалы, и я хочу познакомить одним из них. Да, это для работы мелкой моторики. Похоже на какие-то детские игрушки. На самом деле все достаточно серьезно. Да, доктор пересаживает индивидуально, есть для него пакет, и именно с его заболеванием, учитывая сопутствующие заболевания, возраст, врач назначает персонализированное лечение. Так, мы теперь заходим в реабилитационный зал. Так, здравствуйте, Здравствуйте. Александр Афанасьевич. Да. Очень приятно. Какая у вас здесь своя такая обстановка, да? Да, это зал реабилитации, где проходит восстановление пациенты с такими заболеваниями неврологическими, послеинсультные, после операции на головной, спиной и мозг, когда осложнены нарушениями порезом, параличами в нижних конечностях, или травматологических, после травм на верхней и нижней конечности, после замены эндопротезов на колено, тазобедренные, плечевые суставы. Спортивные какие-то травмы? Да, спортсмены тоже к нам приходят. Основное это у нас вот подвесная система Redcord, где в основе лежит нейромышечная активация, то есть мы создаем человеку такие условия, чтобы мозг научился правильно давать команду мышцам, которые, в данном случае, будут держать правильную осанку. Блочный тренажер для проработки укрепления мышц суставов. Есть линейка у нас аппаратов Arthromed K1 для пассивной разработки тазобедренного коленного сустава в данном случае. И следующий аппарат, вот этот, для разработки плечевого сустава. Там у нас дальше есть еще для голеностопного сустава. Честно говоря, сколько санаториев объездили, первый раз такой реабилитационный центр. Этот зал уже где-то с 2016 года у нас оборудован. В принципе, да, он востребован. То есть, если где-то что-то болит, если вдруг травма, то это к вам? Да, проблема со спиной, межпозвоночные грыжи, остеохондрозы, какие-то неврологические проблемы, да, все сюда. Здесь нужно уже приходить с диагнозом, либо вы тоже осматриваете и какие-то вердикты? В зал реабилитации обычно приходят уже после узких специалистов, в частности, если неврология, то есть после невролога, то есть я должен знать диагноз, состояние человека, в каком состоянии стабильности, да, и уже исходя из этого подбирать нагрузку, чтобы не перегрузить человека и в то же время, чтобы эффективно прошло занятие. Я так понимаю, это, конечно, каждый случай индивидуальный, но процесс он такой не быстрый. Здесь лучше не спешить. В данном случае, что касаемо, скажем, неврологических пациентов, допустим, которые получили инсульт, уже после того, как человек стал стабильный, конечно, нужно чем раньше начинать, тем лучше. Опять же, то же самое травматологические пациенты, когда уже врач-травматолог дает добро, что уже, допустим, кость консолидировалась или постоперационные швы убрали. То есть, чем раньше начинать, тем будет эффективнее, да. Прям действительно подход такой серьезный. Я бы сказал, научный даже, наверное. В Алмате у нас много центров, но да, здесь вот у нас это все в комплексе идет. То есть, тем более с физиопроцедурами, то есть это все хорошо идет. И в принципе, наверное, и медицинский блок, он вам в поддержку, и тот же самый бассейн наверняка, да, это помогает. Бассейн, конечно, немножко далековато от нас, в плане реабилитации, и там специальных, допустим, подъемников нет для того, чтобы парализованных спустить, поднять. Но так, да, в принципе, да. Здоровья вашим пациентам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
В санатории имеется спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя широкий спектр услуг, способствующих сохранению и укреплению здоровья, совершенствованию физических возможностей и достижению эмоциональной уравновешенности. Бассейн доступен отдыхающим в любое время года. Квалифицированный тренер обучит вас и ваших детей плаванию. А для тех, кто хочет обрести рельефную красивую фигуру, предоставляется программа аквааэробики. Аэробика в воде имеет несколько преимуществ перед обычными нагрузками в зале. В воде мышцы становятся более пластичными, так как тело оказывает сопротивление давлению. При занятиях в воде калории сжигаются эффективнее, а мышцы накачиваются быстрее. Смотрите в следующей программе условия проживания и питания в санатории «Алматы Резорт». Какие уникальные разновидности терапии предлагает санаторий и что еще обязательно к посещению в Алматинской области.